Добрый вечер, дорогие друзья. Каждую неделю на телеканале БСТ загорается красная кнопка. Мы не боимся резких вопросов и прямых ответов, ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов. Здравствуйте. Ну что ж, тема нашей сегодняшней программы известна всем, обсуждали мы ее не раз, демография. Однако, сколько бы мы ни говорили об этом, все равно статистика уверенно ползет вниз. Молодые семьи, скорее всего, боятся обременять себя сейчас дополнительной нагрузкой, да и к тому же кто-то говорит, что время сложное. Однако, смогут ли денежные вливания помочь семьям расшириться, завести еще детей, как помочь женщине, если она решилась на аборт, и почему некоторые семьи принципиально отказываются от детей? Давайте обсуждать сегодня эти вопросы в программе «Красная кнопка» с нашими спикерами. Справа от меня Яна Скрябина, демограф, начальник отдела анализа демографических процессов семейно-брачных отношений Республиканского ресурсного центра «Семья» при Министерстве семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Яна Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Слева Рустем Шаяхметов, кандидат экономических наук, ни много ни мало председатель Содружества многодетных семей Республики Башкортостан. Рустем Раисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, позиции наших спикеров таковы. Яна Альбертовна считает, что государственная поддержка очень существенна в отношении многодетных семей, но, однако, денежными, финансовыми вопросами все не решить. Это так? Да. В ходе программы еще добавите и обсудим. Рустем Раисович считает, что господдержка неэффективна и денег выделяется крайне мало. Да. Спасибо большое. Я напоминаю, уважаемые спикеры, что у меня есть такое привилегированное право. Я нажимаю на красную кнопку, если вы превышаете лимит своего выступления. По минуте у каждого. Ну и вопрос для вас, уважаемые телезрители, сегодня. Зависит ли количество детей от материального положения? Телефоны видите на своих экранах. Отвечайте. В завершении посмотрим на статистику. Ну что ж, правила ясны и понятны. Давайте начнем, как, в общем-то, и всегда, с первого вопроса. Смотрите прямо сейчас. Мы позже других регионов перешли к снижению рождаемости, поэтому сейчас вот у нас вот более такое резкое падение рождаемости. Рожать некому. Вот хоть обстимулируйтесь. У нас завал идет, у нас идет второй русский крест, когда у нас просто некому рожать. Сейчас в роду вступают 90-е. Под лозунгами адресной социальной политики свертывается поддержка многодетных семей. А, кстати, здоровье женщины играет значение, нет? Вот в плане безусловно, демографии. каждая пятая пара бесплодна. После рождения первого ребенка государство обязано 1 000 000 рублей закинуть на счет. Итак, как вы считаете, эффективна ли государственная поддержка многодетных семей вот в наше нынешнее время и во время пандемии тем более? Кто начнет? Я думаю, женщина вперед. Яна Альбертовна, ваша первая минута. Ну, если говорить о демографической политике, слово «эффективно» и «эффективность» неуместно. Эффективность – это больше применимо к экономической сфере. Если мы говорим о демографии, то мы говорим о результативности мер демографической политики. То есть нам важно понять, выросло число родившихся, снизилось число умерших. Я скажу, что на уровне государства, на уровне республики у нас очень такая большая, мощная поддержка семей с детьми. Но, как показывает практика, как показывают научные исследования... А можно поконкретнее сказать, какая поддержка? Вот что сейчас получают многодетные семьи? Ну, с января 2020 года введен материнский капитал на первого ребенка 460 000 рублей. Если рождается второй ребенок, то еще добавляется, по-моему, 150 000 рублей. Вот это, знаете, вот это вот именно... Многодетным семьям. В вопросе поддержания демографии. Это тоже наша тема. Спасибо. Рустем Раисович. Вы знаете, крайне неэффективно, и я скажу почему. Первое, особенно это касается Башкирии. В Башкирии сейчас рождаемость городского населения 1,25 на одну женщину, суммарный коэффициент рождаемости. Это сколько женщина рожает за свою жизнь. А можно в сравнении с чем? В сравнении, я сейчас скажу. Это меньше, чем в Германии. Это примерно столько же, сколько в Греции. Это самый низкий. Вот я скажу так, Россия 1,5. И у нас тоже в Башкирии 1,5. Мы занимаем 178 место по уровню рождаемости.
И я скажу так, что падение в Башкирии идет более быстрыми темпами, чем в других регионах. Более того, я скажу, в некоторых регионах обратная ситуация. Например, Сахалинская область. У них прошлое, скажем так, 5 лет назад было 1,5 ребенка на одну женщину, а сейчас 1,95. А у нас сейчас 1,5, то есть 1,5 ребенка на женщину. И это как раз говорит об эффективности государственной поддержки. Спасибо. Ну, сравнивать, не всегда можно вот так просто взять и сравнивать показатели с другими регионами, с другими странами, потому что здесь нужно учитывать в целом демографические закономерности и демографический состав населения. В Сахалинской области возрастная структура населения более молодая. У нашей республики есть свои особенности, которые у нас прежде всего отодвинули демографический переход, то есть снижение рождаемости. Мы позже других регионов перешли к снижению рождаемости, поэтому сейчас вот у нас вот более такое резкое падение рождаемости. Догоняем остальных, да? Да? То есть здесь нужно учитывать демографические волны, то есть то, что не демографические волны, а интервал демографическое поколение в демографии 1 век – это 30 лет. То есть нужно смотреть, какая у нас была демографическая ситуация в 1990 году. И учитывать, у нас есть свои особенности в процессах воспроизводства населения, которые присущи только нашей республике. Понятно, спасибо. Я скажу, неправда, что в Сахалинской области более молодое поколение. Они точно так же страдают от миграции. У них, я скажу так, от миграции, если взять миграционные моменты, мы потеряли 2000 детей в этом году, потому что уехало из республики, вот, женщин детородного возраста, 45 тысяч. А, допустим, если взять Татарстан, там более высокая. И здесь я просто скажу, плохому танцору ботинки жмут. Дело в том, что у нас уже с 2014 года под лозунгами адресной социальной политики свертывается поддержка многодетных семей. Главного драйвера демографического развития. Потому что для того, чтобы у нас развивалась демография, нужно, чтобы рождалось 2,1 ребенка на женщину. Материнский капитал за первого, за второго. А при чем тут первый? Вот понимаете, вот убрали за второго, а сделали за первого. Не боятся рожать? Я объясню. У нас сейчас женщин до 30 лет, те, которые рожают первый раз, всего-навсего, я скажу так, на 60 тысяч меньше, чем старше 30 лет. Яна Альбертовна, ну вот усомнился. Не усомнился, это Миграция, миграционная убыль населения. У нас действительно уезжает молодое население в возрасте 18, 20, 35 лет, 53% отток был. Вот. И уезжает ведь не только интеллектуальный потенциал республики, уезжает репродуктивный потенциал. Они обратно практически не возвращаются. То есть мы теряем, самое главное, мы теряем репродуктивный потенциал. Это верно. Но я говорю о возрастной структуре. То есть у нас доля детей меньше, чем вот в ряде других регионов, где еще более-менее... ну так, в среднем благополучная демографическая ситуация. На самом деле у нас очень критическая ситуация. У нас действительно, есть такой в демографии показатель суммарный коэффициент рождаемости, его критический уровень 1,5 детей в среднем на одну женщину. То, что сказали в городской местности, то есть мы упали ниже критического уровня. 1,25. После этого а по республике? По республике 1,511 тысячно. То есть, ну, 1,5 ребенка, да. Дело в том, что у нас миграционный играет потенциал. Действительно, вот, допустим, в Татарстане за счет того, что туда приехало больше молодых женщин, на 4 тысячи родилось больше детей. Это легко считается, то есть сколько детей, потом есть возрастные коэффициенты рождаемости. И у нас, во-первых, не берегут свое, а самое главное, убирает стимулирование. Главное ведь в том, что женщина всегда родит первого ребенка. Это при любых обстоятельствах. От того, что родит она 26 и 24, это небольшая разница. Но надо, чтобы менялись репродуктивные установки у женщины, чтобы она была готова родить 3-4. И, а кстати, что для этого нужно? Я скажу так. Вот исследование Росстата, я ему больше всего доверяю, порядка 28% готовы, это у кого 2 детей, готовы иметь третьего ребенка. И 12% готовы 4 детей иметь. Но реально, если взять, у нас получается 15% только планируют рождение. Спасибо. Конечно, господдержки мало.
Женщина, когда уходит на декретный отпуск, да, надо выплачивать 2 МРОТа. То есть почти, это фактически 2 человека. И после рождения первого ребенка государство обязано 1 000 000 рублей закинуть на счет, хотя бы депозитный. После того, как ребенку исполнилось 18 лет, ребенок уже сам может этот 1 000 000 потратить либо на образование, здравоохранение или на жилье. Вот это будет стимулирующий момент, чтобы у нас демография резко поднялась. То есть надо создать условия для наших мамочек. Я не буду отрицать, что меры государственной поддержки крайне необходимы для демографии, но хочу такую интересную особенность отразить, что, допустим, в так называемых странах третьего мира никакой государственной поддержки вообще нет, но рождаемость там достаточно высокая, в семьях несколько детей имеется. А в благополучных развитых странах, допустим, Западной Европы или США, где население, в принципе, не нуждается ни в какой поддержке, поскольку имеет достаточно дохода, там при всем желании государства детей рождается крайне мало. И вот нельзя забывать прежде всего не только об экономической составляющей, но и о других причинах, почему рождаемость в стране достаточно низкая. Это моральные, семейные какие-то принципы и нормы и так далее. Поэтому, рассматривая меры поддержки, надо думать, почему они еще не работают. С одной стороны, понятно, что возраст репродуктивный, он ограничен. И если раньше женщина начинала работать над фертильной функцией с 18 лет, и у нее уже обзаводилась на момент выпуска из университета или до 25 лет, у нее уже было несколько детей, то сейчас такой возраст смещается до 32-35 в Европе. И это связано с тем, что замещается функция деторождения на социальную функцию. То есть женщина в развитых странах, а мы говорим именно о развитых странах, женщина становится не только матерью и хранительницей очага, но еще и социально активной, лидером, и она строит карьеру. И чем выше уровень и образования, материальное сначала квартиру, машину, плазменный телевизор, а потом можно и... не обязательно. Для женщины стало важно реализоваться не только как мать. Поэтому возраст первых родов смещается. И сейчас, насколько я помню, он 28-29 лет. В Европе 30 с большим уже. Таким образом, все меры поддержки, они нужны. Это по родовым сертификатам, когда мы их наблюдали, был определенный рост рождаемости. Но сами меры эти поддержки не заменят желание женщины построить карьеру. И вот такое мнение. Ну а что может, вообще что-то может изменить тогда? Получается, поддержка тут не нужна, просто женщина у нас, грубо говоря, мимикрирует под экономическое положение, существующее в стране. И если они понимают, что сейчас заведут ребенка, а послезавтра окажутся на улице, ничто не заставит их родить. Не совсем так. Без этих мер было бы еще хуже. А, кстати, здоровье женщины играет значение, нет? Вот в плане безусловно. демографии? Что делается для этого? Каждая 5-я пара бесплодна. Может быть, каждая 6-я. И это тоже большая проблема. А что сейчас в республике предпринимаются? Меры какие-то? Да. С медицинской точки зрения 2 основных меры. Это работа с экстракорпоральными методами оплодотворения, ЭКО, и излечивания бесплодных пар. А вторая часть – это работы, консультированные перед абортом. То есть женщина, которая решила сделать аборт, она имеет право пройти психолога, переговорить с ним. По крайней мере, для нее это будет ужасный стресс в любом случае, если она сделает аборт. Поэтому обязательно нужно пройти предабортное консультирование. И ей это положено. Нет статистики, сколько женщин отказываются от аборта после подобной помощи? Это метод зависимый и специалист зависимый, само консультирование. В принципе, можно отговорить до 45% женщин сделать аборт, если это правильно организовать. Вторая часть – это экстракорпоральный метод оплодотворения. От таких процедур в республике рождается около 1000 детей.
Вот, кстати, Соответственно, тоже если вопрос. бы этой процедуры не было, тогда бы на 1000 детей было бы меньше. На самом деле, по поводу ЭКО, вы должны понимать, что сейчас вот эти планы по рождаемости вообще на земном шаре уже составлены на 2100 год. И помимо рождаемости и смертности мы должны учитывать фактор миграции. Сколько бы мы ни обсуждали, сколько бы мы ни пытались купить этих детей, стимулировать этих женщин, лечить бесплодные пары, во-первых, резкое снижение самого репродуктивного здоровья у женщин. Поэтому ЭКО связано только с тем, что женщины сами больные, допустим, и они будут рожать больных детей. Без разницы, будет это ЭКО, будет это естественный, да, цикл зачатия. Второй момент – рожать некому. Вот хоть обстимулируйтесь, у нас завал идет, у нас идет второй русский крест, когда у нас просто некому рожать. Сейчас в роду вступают 90-е. И единственное, на что уповают сейчас, и на что все демографы смотрят и обязательно учитывают при вычислении коэффициента рождаемости, демографических показателей через 50 лет, через 100 лет, это миграционные процессы. Рожать будут мигранты, рожать будут индусы, да, рожать будут китайцы. Башкир у нас, То есть, к грубо сожалению, говоря, вот в развитые Башкирии, страны будут приезжать из других есть стран. уже в 2050 году такой прогноз о том, что в Башкирии у нас есть целевой показатель уже там 4 миллиона 100, у нас останется 3200. Мы прогрессивно к этому идем, как остановить, конечно, это наша общая задача. Далее в программе. 42% женщин, имеющих 2 детей, готовы родить еще. Но вопрос неравенства. Ну, давайте всем вот будем многодетным, у кого 4-5 детей, деньги давать просто, сколько они захотят, и все нормально будет. Нет, не будет все нормально. А связано вот то, что уже сказали, это самоактуализация, самореализация спасибо. женщин. Как сказать, 3-4 ребенка как раз можно, допустим, 4, можно даже 5, допустим. Например, первый ребенок рождается инвалид, и это, к сожалению, отодвигает рождение последующих детей. Идея какая у нас? Как не поддерживай, все равно люди будут делать по-своему, да? И естественный процесс не остановить. Если женщина решила, что она должна быть успешной в жизни, а дети ей помешают, то кто ее остановит? Вы понимаете, вот есть опять исследования. Мы вот насчет эмоционально много говорим. Исследование Росстата. Вот, допустим, всего 15% тех, которые заявили о том, что у них будут дети, считают, что это, вернее, вообще 15, у кого могут быть дети, считают, что у них это повлияет на их карьеру. Второе, 1/3, они уже знают, что они не вернутся на свою работу. Это их сознательное решение. Проблема состоит в том, что наши женщины готовы рожать. Я сказал, что 42% женщин, имеющих 2 детей, готовы родить еще. Но вопрос неравенства. Вот смотрите, мы возьмем опять исследование Росстата. Там для того, чтобы свести концы с концами, в многодетной семье надо иметь около 90 тысяч рублей. Реальные доходы, с учетом того, что женщина очень часто не работает, 42 тысячи. И если мы не будем это выравнивать, у нас не будет рождаемости. У нас проблема прежде всего в этом. Надо выравнивать уровень жизни. Яна Альбертовна, ну давайте всем вот будем многодетным, у кого 4-5 детей, деньги давать просто, сколько они захотят, и все нормально будет. Нет, не будет все нормально. Нет. Есть, вы знаете, есть такой показатель, называется гипотетический минимум естественной рождаемости. Он рассчитывается только по материалам переписи населения. Вот он может быть ниже биологически возможного уровня рождаемости только при 4 условиях. Первое условие, если в населении высока доля бесплодных браков. Второе условие, длительное раздельное проживание супругов. Третье условие, это недоучет числа родившихся. И четвертое, это планирование рождения детей. Вот ну, вы про нашу жизнь сейчас рассказываете. Да, по переписи 2010 года у нас реализация репродуктивного потенциала в республике всего на 35%. То есть 65% у нас просто не участвуют женщин в процессах деторождения. И это происходит как раз из-за того, что они хотят состояться в жизни. Четвертый фактор – это планирование, это планомерное отказ, то есть планирование рождения детей. А связано вот то, что уже сказали, это самоактуализация, самореализация женщин. Я скажу так, всегда очень удобно свалить на кого-то. Я считаю, и это факты, это
подтверждает, что вот, допустим, возьмем 2014 год. Чем он отличается от 2019? Ну, то есть у нас есть показатель. Тем, что снизилась социальная поддержка семей с детьми. В итоге мы получили падение рождаемости. Если у нас была бы... Я просто скажу так. Конкретнее сказать, что вот у нас, если, снизилось? я скажу так, если бы была интенсивность рождения такая же, что в 2014 году, у нас бы родилось в этом году 55 тысяч детей. Вот этот ответ. Почему это происходит? Я еще раз говорю. Дело в том, что у нас очень много обещают. Одна из проблем – это стесненные жилищные условия. Но республика не работает. У нас предоставлено от прошлом году в 2 раза меньше жилья многодетным, малоимущим, чем это было в 2010 году. Это результат. Также вот взять земельные участки. Нам объявили, что будут выдавать 200... Спасибо. Как вы можете парировать? Ну, все опять сводится к материальным ценностям. К материальным ценностям. Ну, вы понимаете, ведь материальная поддержка, она в основном действует только на тех, у кого есть потребность в 2, 3, 4 детях. Если этой потребности в детях нету, то никакими материальными мерами невозможно человека заставить иметь больше 1, максимум 2 детей. Зато у всех есть потребность в материальных ценностях, а до этого, ну, есть как бы и желание, значит, завести 3-го, 4-го, 5-го, 6-го ребенка. Ведь многие многодетные семьи этим, в общем-то, и живут. Вот я вам скажу, значит, по опросу, исследованию, проведенному в 2018 году в республике, ожидаемое число детей 2,43 ребенка. То есть вот желаемое число, ожидаемое ниже. То есть, понимаете, а фактическое вот в этом году у нас было, в 2019 году было, грубо говоря, 1,5 ребенка. То есть вот этот запас есть. Вот. У сельского населения республики выше показатели. Ну, понятно. Последняя минута. Я скажу так, что для того, чтобы у нас дети росли и были дети, надо прежде всего создавать равные условия для их развития. Давайте посмотрим факты. Многодетные семьи 22% только могут позволить себе иметь спортивные снаряды в семье. Половина не могут участвовать в платных праздниках школы. Это же ограничивает. Можно одно уточнение? Может быть, они не могут себе это позволить до того, как стали многодетными? Я скажу так. Средний уровень на одного человека в нашей республике 8300. А прожиточный минимум около 10 тысяч. Они просто на выживаемости. Дело в том, что, вот смотрите, у нас 53 тысячи малоимущих семей в Башкортостане. 29 тысяч – это многодетные семьи. А их всего 12%. То есть, получается, в принципе, 63% многодетных семей, они малоимущие. А если взять 4-детные дети, это семьи, это, я скажу так, уже за 80%. И это очень большой фактор. Ну что, только опять экономику поднимать и все, ждать, когда у нас расцветет буйным цветом государство. Ну, экономический фактор, то есть доходы, это, конечно, один из определяющих факторов репродуктивного поведения. Но вот проводили исследования ученые МГУ, демографы, там есть Центр народонаселения, и в выводах у них значится, что сегодня уже материальные меры показывают свою низкую результативность. Вот сегодня мы, понимаете, мы находимся, мы где что, мы видим хорошие, благополучные, многодетные семьи. Так, вот, извините, а как так получается? Вот Рустам Раисович говорит, вот дайте им квартиры, дайте им 90 тысяч. Не надо давать, надо помогать. Да, помогите им 90 тысяч дать, найти где-то, и все, вот, все будет хорошо. А почему ученые приходят к выводу, что наоборот все будет плохо? Почему ученые это подтверждают? Росстат об этом говорит. Спасибо. Сегодня в брачный возраст вступило молодое поколение. Оно не готово к созданию семьи, не готово к рождению и воспитанию детей. То есть оно считает, я сначала заработаю, а потом у меня появятся дети. Да. Я еще раз говорю, появление нового ребенка – это шаг в бедность. Я вам просто могу навскидку несколько примеров. Хорошо, давайте. Когда люди живут, 6 человек, да, 6 детей. Не могут жить на эти деньги. Какие суммы? Они живут там на 12 квадратных метрах и говорят, дайте нам еще денег, дайте нам еще денег. Какие деньги им дают? Вот когда вы 4-го заводили, где вы были? Вообще о чем думали, хочется спросить. Сегодня материальная поддержка молодых семей, многодетных семей – это
главный вопрос для того, чтобы поправить демографию. Вот уже Рустам Раисович говорит о том, что который год уже демография у нас падает. Значит, мы что-то не доделываем. Поэтому вот представители органов власти мы не дорабатываем. Поэтому вот этот вопрос изучить надо. И те вопросы и проблемы, которые сегодня решать надо, их решать. Вот, например, в этом году мы рассмотрели и приняли закон об отмене выделения земельных участков для многодетных семей. Решили выдать деньгами. Но на сегодняшний день со стороны правительства еще не готовы подзаконные акты. То есть люди сегодня нуждаются в этих деньгах, но их они не получают. Поэтому здесь мы должны решить вопросы, во-первых, жилья молодым семьям, работы, заработной платы. Если вот эти вопросы будут решены, то молодые семьи, они готовы. И с другой стороны, мы упускаем воспитательную часть молодых семей. Мы же, вот, родившиеся в советское время, мы думали о народонаселении. То есть, если мы поженились, то мы должны родить не менее 3 детей. Вот такую задачу власть должна ставить и создавать раньше условия. И невест воровали, мы же не можем так сейчас тоже делать. Действительно, вот давайте посмотрим, когда пик рождаемости был в нашей стране. Берем СССР. После войны и в нулевых годах. Я сам помню, потому что в 90-м у нас родилась первая дочка, и потом 3 родились в 2000-х уже годах. Мы ни у кого не просили, но мы верили. Мы верили, что будет дальше лучше. Говорят, что это были жирные годы, нефть подымалась, люди даже брали кредит. Вот общаешься с людьми, почему так получилось? Почему не можешь вернуть кредит? Почему ты взял на себя такую неподъемную ношу? Потому что верили, что следующий год зарплата будет выше, возможности будут больше и могут рассчитаться. Но о чем мы говорим, если на сегодняшний день государство не может обеспечить жильем? Основная проблема молодой семьи – это жилье. Если мы вспомним, на сегодняшний день единственная форма получения жилья – это ипотека. Это американская система ипотеки. Все, других форм нету. Но государство может возродить институт социального жилья, предоставления. В конце концов, предоставление в аренду жилья по государственным фиксированным целям молодым семьям. Поддержка необходима, пока ее даже не видно. Я не думаю, что девушка должна смотреть то есть рассчитывать на мужчину, а она должна рассчитывать на себя. То есть рассчитывать на себя и только потом выходить замуж и рожать детей. Ну, короче, к 35 годам примерно. Но если у нас экономическая система не позволяет, что нам нужно делать? Она пока не позволяет. Она нам не позволяет. Ну, то есть мы априори как бы считаем, что не позволяет. У нас нет этих условий пока, да и вообще нужно дорасти до этих условий. Я считаю, что мужчина, он сам должен быть в первую очередь готов, чтобы завести детей. То есть у него должны быть свои материальные ценности насчет семьи. Потому что сейчас, вот, допустим, смотришь на молодое поколение парней. Мне кажется, это девиз молодежи 20-го года. Материальные ценности насчет семьи. Что мне не нравится в молодом поколении парней, потому что это то, что они, вот знаете, они пьют, курят. И... Ну, я знаю и девушек, да, и девушки сейчас то же самое так же делают, они даже хуже парней стали. Мы приходим к одному. Ты тоже не готова рожать? Нет, не прямо сейчас, но я хочу завести хорошую семью. Как сказать, 3-4 ребенка как раз. Можно, допустим, 4, можно даже 5, допустим. Я хотела, раз ракурс вышел у нас на молодое поколение, обратить внимание на то, чтобы в наших школах проводились какие-то занятия по воспитанию здорового поколения, репродуктивного здоровья и по воспитанию семейных ценностей. То есть уже обратить ракурс не на женщин, на девушек, которые уже готовы рожать, а на те, которые подрастают. Потому что так как мы их немножко подготовим к этому возрасту, уже когда они будут в репродуктивном, то есть это будет более здоровое поколение, я бы так сказала. Можно узнать, как вы их подготовите? Это занятия направлены на знания о
своем организме, о значении женщины, о репродуктивном здоровье, то здесь и психологические какие-то моменты, то есть подготовка к взрослению, да, так бы сказать, правильно... К взрослению. Да. Считаю то, что сильно влияет еще и социальные сети, такие как и телевидение, в том плане, то, что у нас очень много показывают в рекламе, то, что вот, чтобы у людей появлялось желание. Да, хотелки вот эти, а очень мало передач, скажем так, именно про семью. Меры поддержки, они могут быть, и они есть, не только денежные, финансовые, но в виде, например, субсидий, которые выделяются тем же, например, Министерством труда и социальной защиты, или какие-то грантовые поддержки для семей различных категорий. Или, например, если мы возьмем семью ребенка с инвалидностью, где, например, первый ребенок рождается инвалид, и это, к сожалению, отодвигает рождение последующих детей. Почему? Потому что нет, если даже есть финансовая поддержка, нет реальная социальная, психолого-педагогическая поддержка на местах, где проживает семья. И вот опыт работы с такими семьями показал, что если очень рано подключается поддержка, абилитация, то есть ребенку, который только родился, например, недоношенные дети, да, тут про ЭКО тоже говорили, очень много еще проблем у нас недоношенных детей, тоже большой процент, потому что это связано с разными факторами. И вот если подключается сразу поддержка такой семьи, то по нашим наблюдениям буквально через 2-3 года семья решается на рождение второго и даже третьего ребенка. То есть виды поддержек могут быть разными, и они зависят от целевой аудитории. Да, есть многодетные семьи, я с вами согласна, но есть и другие семьи, разные целевые семьи, где мы можем поддержать эту семью. Далее в программе. Первая задача – это создание семьям условий для рождения и воспитания детей. Может, мы не тем помогаем? Вот 70% неблагополучные семьи. Неблагополучное материальное положение. Не только материальное. В основном. Чтобы нам жить нормально, нам нужно, чтобы рожалось 50 тысяч детей ежегодно. А у нас рожается 40 тысяч. Вот в Африке они не планируют ничего. Ну, у них рождаемость в 10 раз выше, чем в Европе. Но так мы уже никогда не сделаем, и так уже не будет. Мы слишком стали образованы и умны. Давайте третий вопрос обсуждать. Да, что вы считаете необходимым сейчас в поддержку многодетных семей? Ну, демографии в целом. Хорошо. Франция на 30% рождаемость выше, чем в России. Вот отсюда надо. Они живут лучше. Не это. Я скажу так, вот Сахалинская область, Тюменская область, да? Кстати, Тюменская область значительно лучше живет, чем у нас. А там уровень рождаемости значительно выше, чем у нас. И общероссийский. Потому что они сконцентрировались на материальной поддержке семьям. Не раздаче денег, а конкретной помощи в конкретных условиях. И я скажу так, Сахалинская сконцентрировалась на жилищных условиях улучшения, а Тюменская больше выплат, в частности, материнский капитал региональный. То есть рождается третий ребенок, тебе 100 тысяч выплачивают. И мы должны понимать... А сколько в Сахалинской области, не знаете же, населения? Население там где-то около 600 тысяч. 600 тысяч, а у нас 4 миллиона. А это не оправдание, это да? не количество. В Тюменской области живет не намного меньше. Кстати, там количество рожденных больше, чем у нас. Вот, я скажу так, мы, женщин, должны рассматривать не как машину для рождения, а прежде всего... Спасибо. Закончите. Ну, вот здесь очень много прозвучало интересных моментов. На самом деле рождаемость и репродуктивное поведение, этому способствует как бы вот большая группа факторов. И их все в комплексе надо рассматривать. Не нужно останавливаться на каких-то одних там материальных мерах. Вообще меры демографической политики – это 3 группы мер. Это материальное стимулирование, экономические меры, административно-правовые, то есть законодательные, и третье – это социально-пропагандистские. Вот только когда они все вместе будут, мы сможем добиться результата. Пока мы только сосредоточены на материальном стимулировании семей с детьми. И 2 задачи, решая задачи в области рождаемости, в отношении рождаемости, мы прежде всего должны решать 2 задачи, которые одна без другой не может быть. Первая задача – это создание семьям условий для рождения и воспитания детей.
И вторая задача – это формирование потребностей в детях. Вот только вместе вот решая две эти задачи, не каждую по одну. Деньги дадим, материальные ценности Спасибо. будем формировать. Я хочу сказать, первое, что если мы говорим о поддержке, надо говорить о конкретных вещах. И материально это один из инструментов. Но мы должны давать возможность человеку достойно жить. Потому что, я еще раз повторяю, рождение ребенка сейчас – это шаг в бедность. Вот это, к сожалению, плохо. И поэтому я считаю, первое должно быть выплата регионального капитала материнского в размере 100 тысяч на третьего и последующего ребенка. Второе, я считаю, должны быть выплаты в размере минимального прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка многодетным семьям. Это позволит выровнять уровень доходов. И также, я считаю, у нас очень большой момент, это у нас стоят в очереди многие многодетные семьи. Надо им дать возможность снимать жилье. Они получают свои квартиры через 17 лет. Если порядка 10 тысяч выделять, общая сумма, если мы возьмем то, что я мера говорю, это будет порядка 10 миллиардов рублей. Это составляет 5% республиканского бюджета. Подъемные деньги. Яна Альбертовна, а у нас нет случайно вот такой статистики, сколько многодетных семей у нас находится в группе риска? Ну, вот в плане родителей. Вот бывают же асоциальные элементы. Не в курсе? Не подводили такую статистику? Нет, такую чтобы нам более предметно я спорить. не подводила, но вот встречалась в некоторых выступлениях по Республике Башкортостан. У нас большинство многодетных семей проживает в сельской местности, и в одном из выступлений я слышала, что порядка 70% многодетных семей – это семьи неблагополучные. Но говоря о том, что многодетная семья неблагополучная, это не значит, что у них асоциальное поведение, они пьют, бьют детей. Это и семьи в том плане, что сегодня не только маме многодетной трудно устроиться на работу, если у нее возникает такое желание, но и папу не берут на работу, когда узнают, что он многодетный отец. То есть, наверное, на законодательном уровне мы должны как-то гарантировать, что если это многодетная семья, то, по крайней мере, папа должен быть гарантированно обеспечен работой. То есть вот такие вот моменты они должны быть. И жилье. Самое вот из всех мер это вот жилье. Это проблема номер один. Это по всем опросам это жилищная проблема. Рустам Раисович, может, мы не тем помогаем? Вот 70% неблагополучные семьи. В неблагополучное материальное положение. Не только материальное. В основном. Я просто знаю статистику. Многодетные семьи, количество неблагополучных семей не больше, чем у обычных семей. Есть, извините, асоциальный образ жизни ведут разные люди категории. И в основном тот, кто мужчина или женщина ведет асоциальный образ, они не стремятся заводить детей. Вот с этого надо исходить. Сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы мы должны понимать, либо мы выделяем вот 10 миллиардов, и наша республика развивается, либо мы вымираем. Потому что, чтобы нам жить нормально, нам нужно, чтобы рожалось 50 тысяч детей ежегодно. А у нас рожается 40 тысяч. Вот, и если мы взять, вот в этом году где-то на 15 тысяч у нас будет сокращение численности населения. Это оптимистичный вот такой прогноз. И это очень критичный фактор, который почему-то не учитывается. Рустам Раисович сказал, что вот как раз социальные элементы не стремятся заводить детей. А у меня тогда такой встречный вопрос. А почему у нас богатые, обеспеченные семьи, имеющие достаточную жилплощадь, не имеют детей много? 1-2 ребенка. Почему? Почему богатые, обеспеченные семьи не имеют 3, 4, 5 детей? Уровень рождаемости в богатых семьях выше, чем бедных, согласно исследованиям Росстата. Я не знаю, почитайте, вы же ученый. Я читала. Я могу сказать, что поскольку я не просто демограф, а я специализируюсь на изучении рождаемости, процессов рождаемости и репродуктивному поведению, у меня много своих авторских исследований, много исследований, проведенных в Башкирской академии госслужбы и управления. И вот как бы из года в год есть какие-то закономерности, которые подтверждаются в демографическом поведении населения. И вот здесь, чтобы понять глубоко, на самом деле понять, в каком направлении нужно, какие
меры принимать в отношении повышения рождаемости, нужно, вот, понимаете, видеть всю картинку, все факторы. Нельзя брать какой-то 1-2 демографических показателя и по ним говорить, да, у нас вот здесь вот рождаемость снизилась или еще что-то. То есть здесь достаточно вот такой большой комплексный анализ. Это минимум 10 показателей, касающихся рождаемости. То есть вот... Ну, понимать. Ну, понятно, не просто статистику фактором, дернуть да. откуда-то. Вот Да, и все, спасибо. говорю, в 2019 году у нас поколение матерей только на 70% заменилось поколением дочерей. А вот не ошибиться, что в цифрах, так, где-то 2004-2005 год, это там было даже на 50 только процентов, то есть когда у нас была низкая рождаемость. Девочек меньше, да? Да, поколение, то есть поколение дочерей не замещает поколение матерей. Очень важно – это социальные меры поддержки. Действительно не разовые, а постоянные. Что если девочка осталась один на один со своей беременностью, без крыши над головой, чтобы такого не случилось, да, чтобы она могла пойти, и ей помогли накормить, найти работу, то есть вот эти органы опеки. Если женщина осталась с ребенком-инвалидом на руках, чтобы это была не разовая поддержка, чтобы это были центры. Это были тимуровцы, которые приходят, приносят пачку молока. То есть здесь именно социальные меры поддержки. Другие вещи мы с вами не поменяем. Репродуктивные установки молодежи. Мы не поменяем сейчас соцсети. Мы должны научиться жить, как мы научились жить с ковидом, в новых наших на сегодняшний день демографических реалиях. И беречь на самом деле то, что есть. Программы эти есть и ведутся и психологами. Сейчас репродуктивными проблемами занимаются все. К нам присоединились к акушер-гинекологам просто уже все. И не акушеры-гинекологи тоже. И психологи, и депутаты, и демографы. Лучшие мозги ломают вообще голову, что с этим делать дальше. Поэтому я думаю, что совместными усилиями куда-то мы все с вами придем. По поводу наших молодых красивых девушек у нас тоже проводилось свое анкетирование. И на первом курсе я была вообще не удивлена, что они ответили именно так. 3, 4, 5. К 5-му курсу мы вернемся, обязательно встретимся 3, 4, с вами. 5 детей? Это, ну вот сейчас она озвучила, что 3-4, даже пусть будет 5. Да, потому что она ждет, она любит, она верит, она надеется. Когда придут реалии на 5-м курсе, и она поймет, что на 25 тысяч прожить одной нереально, в Уфе, снимая квартиру, и она начнет задумываться о том, что я хочу 90, а 90 нет, включатся те самые хотелки, и у нее останутся те самые искомые 1,25. В первую очередь, как медик, я могу сказать, что воспитание детей начинается до рождения детей. И воспитание, во-первых, полового поведения мальчиков и девочек со школьной скамьи. Во-вторых, что бы мы сейчас особого не делали, экстраординарного, экстраординарные меры – это дать всем студентам, молодым семьям, диплом об окончании, красные дипломы об окончании, если у них 3 детей. Вы знаете, это поднимет рождаемость на какой-то момент. Но это экстраординарные меры, на это, конечно, никто не пойдет. И нужно в первую очередь планировать, чтобы родить здоровых детей. Это половое воспитание и... Когда приходит время заводить детей, это планирование беременности. Да, это снижает демографические показатели, сам факт планирования. Вот в Африке они не планируют ничего. У них рождаемость в 10 раз выше, чем в Европе, или в 20 раз выше. То есть у них есть свой опыт, они могут поделиться. Но так мы уже никогда не сделаем, и так уже не будет. Мы слишком стали образованы и умны. Поэтому здоровое поколение должно быть, и меры все равно важны. Спасибо большое. Ну что, давайте поставим точку сегодня в обсуждении вопросов демографии. Яна Альбертовна, вам спасибо как эксперту, как ученому. Ваше мнение очень важно для нас. Ну, Рустем Раисович, вам огромное спасибо как многодетному отцу. Вас же 4, да, я так понимаю? 4. Не прибавилось, пока мы писали программу? При такой же сейчас уже Поэтому вы знаете точно, о чем говорите и что нужно многодетным семьям. Спасибо большое. На этом программа «Красная кнопка» завершена. Но это еще не все. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго.